сцене Мариинского театра, где через несколько мгновений начнется выступление артистов из Владикавказа. Я думаю, что верные поклонники Мариинского театра знают, что продолжается экспансия Мариинского театра в регионы, и вслед за исторической сценой, концертным залом и новой сценой Мариинского театра появился филиал во Владивостоке, и вот уже второй год работает филиал во Владикавказе. И сегодня нам с вами предстоит познакомиться с первой осетинской оперой, созданной композитором Христофором Плиевым «Коста». Опера эта рассказывает о судьбе и творчестве великого сына осетинского народа Костали Ивановича Хитагурова, но, впрочем, и о композиторе, и о герое оперы, и о самом сюжете, я думаю, я подробнее расскажу в антракте. Итак, сейчас начнется спектакль. Уважаемые дамы и господа, мы рады приветствовать вас в Мариинском театре. Убедительно просим вас отключить мобильный телефон и не использовать фото, видео и аудиотехнику. Ladies and gentlemen, we are pleased to welcome you to the Mariinsky Theatre. We kindly ask you to switch off your mobile phones and avoid using photo, video and audio equipment. Zağalman o vaxta mafet, najonun mamadravdet, mabashtay fakhisandan shontay, kam darte annasharonay, adkhaya sagalonay, mawal zagar vshton fadbontay. فخشون مجاختون مطر فاشتما مايونا جشر مايرما مرايغران بشتم مسشتشك دونا مشتي مجرد فرسينا يرشتي كش كاشتن نتسيتي جن خختم
наши враги смерти желают.
обращаюсь я к совести вашей. Как вы позволить такое смогли? Так над детьми издеваться жестоко. Голодные дети, поймите, дар. Знаете вы, что для горца святое в слове заветном родном, слове мать. Первое слово, что произносят дети, матерью каждый из вас был рожден. Мать всех баюкала, мать всех кормила, вы надругались над самым святым. Прокляты будьте навеки алтари, пусть вас хоронит обвал под собой. Халон баргавшчынзыл. Ва тымыхашы. Шавайны жырынзыл. Нары тауқышы. Дарғақша футбоны сардудан хуждар. Рухшсау короны. Баденсма камдар. Южарондышкаты гашхауалдай, ажжати фашфады асыбаштахай. Мадишка ебаттыл, суайнажы валкуш архай яртыл, юшаударагуш. Артсашты каратты фанык мангом, Баденс шыванлатта, чи бағынақ, чи гом.
наш достойный, тебя должна я накормить. Мне нечем, а как зовут тебя? Я завещаю детям молиться за тебя. Спасибо, меня зовут Коста. Я из изгнания вернулся. Но сколько горя везде я встречаю.
и слезы родились вместе с нами. Вот выплачусь, и легче мне, ведь ты поймешь меня, поймешь. Попрошу я у соседей хворосту, ты здесь побудь. Горестный плач, слезы и нищета, вот твой дел, о народ, цепью железной ты скован, но верю я за темными ночами блеснет ярко заря. Наступит день, проснется жизнь, проснется жизнь. Лунный луч с тобой играет, мать легко тебя качает. Ты расти мужай, Чизартан адурта, шех шавархотта, автомейсен дурта, суайна джвахта. Беспросветна ночь, чем могу, народ мой, в беде тебе помочь. В чужом безучастном краю влачил я долго жизнь свою, и вот вернулся я домой, в Осетию, в край родной. И слезы хлынули из глаз, и в сердце радость разлилась, когда увидел я вдали
вдали. Вершины снежных гор родных, но более бедным, чем я, вернувшись, нашел я тебя. Народ мой любимый, ты нищий, бесправный, но гордый народ. Если бы пел я как нарт вдохновенный, если б до неба мой голос взлетал, все бы я созвал народы вселенной, всем о горе большом рассказал. Матерь Россия, Родина наша, ты собери нас в единую семью. Смело пойдем с тобой ко правде сверкающей. Трусы и предатели прочь, не мешайте, путь наш прям. Дети Осетии, будем как братья. Родина зовет нас. Будем как братья. Зовет нас край На парман, кадиудам мажарак, калагау фажнами як, кай жардана гурқарак, уйжарат яхи фандияк. Аж зыллаяк аттыр кударин, куба фидинишку махаш, водафтан кардай нажарин, нақушит Макаун Алаш.
Радуйся весь народ! Выходите, джигиты! Пляску спляшите на пятый день! Песню пропойте, веселее, веселее! Оседлайте вы коней! Удали локоть покажите! И попрочите со скакуна! Острые шашки блеснут на солнце! Садись маршатом на ковшузе! На ковшузе!
смаком знам, юного и кубажатам. О, моевна тому, шалит на маку фаса. О, бабанка, погоди. О, как мазарзана, собаканзана, моевна тому, шалит на маку фаса. О, бабонка, погоди. О, как мазарзана, собаканзана, юнада и кубажатам. О, моевна тому, шалынган макуфаса. О, бабонка, погоди. О, как мазарзана, собаканзана, моевна тому, шалынган макуфаса. Моевна Макабул, код масарзынан, собаканзынан, мабон код бакал. Проклятый алтарь навсегда. Нашу жизнь и кровь вы погубили. Свободу нашу вы растоптали и обрекли на голод детей. Грозно гремит народа гневный клич. Отомстим за слезы наших матерей. Огнем запылали наши сердца, огнем. Пламенным огнем мы обрушим небо на врагов и память восстанут, а реки вспять. Время будьте проклятый алтарь навсегда. Нашу жизнь и кровь вы погубили. Свободу нашу вы растоптали, но свято верит весь народ. Грозный час придет.
Итак, дорогие друзья, завершилось первое отделение оперы Христофора Плеева «Коста». И у нас в гостях самые юные участники представления. Дорогие мои, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Я вот не могу понять. Вроде два разных мальчика, но очень вы похожи между собой. Как тебя зовут? Цыбоев Ермак. А тебя как зовут? Меня Цыбоев Финал. То есть вы братья-близнецы? Так, а вот это другой мальчик. Тебя как зовут? Меня зовут Кузаев Марк. Замечательно. Вы изображаете на сцене братьев, я правильно понимаю? А как вы попали в этот спектакль? Кто расскажет? Я. Марк, можно? Давай. Я попал сюда благодаря моей маме. Я ходил в А мама-то у работу. тебя кто? Алена. Ну, а чего делает твоя мама? Моя мама работает в театре. Понятно. Значит, у тебя сложная судьба артистического театрального ребенка. Тебя заставили тоже работать. Да. Понятно. А вы, друзья, как? Мы попали тут ради мамы. Мы попали тут с тетей. Очень все попали по блату. У всех семейные связи здесь присутствуют. Так, расскажите, кто в какой школе учится, кто в каком классе? Я учусь в школе Михайловской. Так, ну я думаю, что вместе. Да, мы вместе учимся. Марк, а ты в какой школе учишься? Я учусь в 5-й школе. Ну, это вообще-то знаменитая гимназия во Владикавказе, одна из старейших, которая гордится многими своими выпускниками, такими как знаменитый певец, солист Большого театра Павел Лисициан и, собственно, художественный руководитель, директор Мариинского театра Валерий Герги. Так что у тебя замечательная родословная. Скажите мне честно, друзья мои, а трудно быть артистами? Нет. То есть вам просто это? Да. Да? А что вот интереснее всего в театре? Интересного в театре то, что можно там все узнать. Много чего. Ну, а задачи режиссер трудные ставит? Ну, вот смотри, вы такие веселые, румяные, у вас все хорошо, все благополучно, а мама у вас замечательные, учитесь вы хорошо, а на сцене вы изображаете вот таких вот маленьких, грязных, несчастных ребятишек, голодных к тому же. Трудно это? Нет? Тебе нравится? Нет. Да. А с режиссером как было работать? Интересно? Да. Хорошо. А вы еще планируете продолжать работу в театре? Да. Да. Вам понравилось? Да. Ну, замечательно. Мы желаем вам больших творческих успехов, а сейчас мы будем разговаривать с художественным руководителем театра и Академии молодых оперных певцов Мариинского театра с Ларисой Бесалной Гергиевой. Спасибо вам огромное, ребята. Я надеюсь, что до встречи. Сейчас мы продолжим. Итак, дорогие друзья, мы
мы встречаемся с Ларисой Бесаловной Гергиевой. Лариса Бесаловна, вы очень волнуетесь. Ужасно. Страшно. Правда. Страшнее, чем на экзаменах. Я никогда на экзаменах не боялась, но опера очень сложная, и такая великая сцена, мне кажется, это действует очень так на исполнителей, что все очень-очень волнуются. Насколько я знаю, опера Коста довольно давно не шла на сцене театра во Владикавказе. Почему вы решили именно ее возобновить и именно ее привести? Мне кажется, что эта опера визитная карточка осетинской оперы вообще. Я, когда была еще совсем молодой, я участвовала в 2 новых постановках этой оперы. Я была в Москве, когда мы привозили в Москву и делали ее в концертном исполнении там, и за пультом стояла Вероника Дударова. И хочу сказать, что осетинский оперный репертуар я знаю хорошо, но мне кажется, именно здесь, в этой опере, показаны и обычаи, и традиции, и обряды. Есть их пение многоголосное, мужское, есть и замечательная хореографическая часть. И потом вокальные партии очень яркие, они написаны для голосов, которые вот, имеют масштаб оперный. Мы же вот пригласили для участия в ней молодого баритона, который только в этом году закончил учебное заведение в Москве. Он очень похож чисто внешне на Коста. Да, это правда, Да. поскольку сохранились фотографии и его собственный автопортрет, но я думаю, что не все наши зрители знают о том, что вообще-то Коста Хитагуров по жизни, кроме Владикавказа, Ставрополя, где он учился, связан с Петербургом, потому что он воспитанник Академии художеств, ученик легендарного академика Чистякова, то есть он, получается, по художественной линии брат Сурикова, Репина и вот всех великих русских живописцев. Имя Коста связывает эти 2 города, Петербург и Владикавказ. И мне кажется, что часть жизни Коста, которая прошла здесь, была наполнена интересными очень встречами с интересными людьми, в том числе с его земляками, которые поддерживали его, помогали ему. И приехав к себе на родину, Коста очень много писал о той участи, которая была у населения Осетии. Жить было очень трудно, много было бедности, нищеты, бесправия. И все это отразилось на страницах его произведений. Это, да, тоже важный момент, что фактически он первый этнограф, который документирует жизнь осетин вот этих, ну, скажем так, последней трети XIX века, начала XX века. Это еще и ценный научный материал. Но самое главное то, что он был изумительный поэт. И вот моя идея была включить его поэтические творения, вплести в ткань спектакля. И я очень хотела, чтобы здесь, в Петербурге, услышали, как звучат его стихи на родном, на осетинском языке. Кто выполнил эту задачу? И режиссер пошел навстречу моему пожеланию. Мы плели эти стихи. Анатолий Галаов, он сам исполнитель роли поэта. И считается у нас в Осетии, пожалуй, самым выдающимся исполнителем этой роли. И прекрасно читает его стихи. Он их чувствует, и он потрясающе передает вот настроение, именно то настроение, с которым оно было написано. И вот то, что мы имеем в спектакле исполнителя молодого Коста, который еще к тому же телосложением тоже вот отличается таким, какое было у Коста. И он был, ну, скажем так, довольно изящный, но он эффектный, конечно, да, он красивый парень, да, и в спете вот его юные годы эту партию так тоже чувствовать замечательно, вот эту поэзию, партия невероятно трудна, но хочу сказать, что в то же время в опере есть Коста вот более старшего возраста, это образ поэта. И мне кажется, вот это удачно. Ну, наверное, те, кто смотрели первое действие оперы, сумели удивиться, наверное, насладиться тем, как танцуют.
Без этого не могло бы. Балет нашего театра — это осетинские танцы. Они очень трудны для исполнения, но они требуют огня, темперамента и просто особенной такой танцевальной техники. Мы показали какие-то обряды, которые были в то время. И хочу сказать, что эта опера, она вызывает какое-то особенное чувство у зрителя, когда они приходят к нам в зал. Она нравится, эта постановка. Я думаю, что она прочно будет в репертуаре театра и будет привлекать интерес зрителя дальше. Хочу сказать, что мы должны обязательно иметь национальные оперы. Их не так много в Осетии, и не так много людей, которые могут написать. Вы наверняка же с Плиевым были знакомы. Я хорошо была с ним знакома. Я помню даже темпы, который он хотел иметь в этой опере, потому что очень непросто попасть то в танцевальный ритм, то это сделать удобным для вокального исполнения. Записи когда-то, в общем-то, да, была какая-то запись, видеозапись, ее просто непонятно куда дели, и это очень обидно, потому что был выдающийся исполнитель этой партии Юрий Бацазов. И, конечно же, это был другой совершенно спектакль, и он выглядел более героически, он был более такой, скажем, по сложению крупный, у него очень такая яркая такая внешность мачо была. Может быть, сейчас мы ближе к тому, что должно быть. А вокально, конечно, Юрий Бацазов просто прекрасно ее исполнял. А что касается женских партий? Что касается женских, они тоже трудны. Я бы здесь сказала о партии «Матери-сирот», которая звучит в исполнении Ирины Гагите сегодня. Она трудна очень. Здесь надо владеть изумительным пиано, иметь хорошее дыхание и в то же время чувствовать этот характер. Я бы хотела сказать о партии «Матери Земли», которая прозвучит в исполнении Анны Кикнадзе. Эту исполнительницу мы хорошо знаем. Да, мы знаем ее хорошо, но она народная артистка артистка Осетии, между прочим. И их дуэт с Коста очень выразительный. Я думаю, что молодая исполнительница партии Анны Цаликовой, молодой девушке, которой нравилась Коста. Это совершенно реальный прототип. Да, абсолютно. Реальный. Будет исполнена Инарой Козловской. Тоже мы знаем. И партия, да, потому что она в Академии молодых певцов Мариинского театра, она очень трудная, эта партия. Надо не только хорошо выглядеть и быть похожей на Анну Цаликову, надо суметь почувствовать этот внутренний мир героини и чувства, которые, наверное, наполняли эту девушку. И Коста ее обессмертил. Есть портрет Анны Цаликовой, конечно же, и надеюсь, что она удачно споет, и надеюсь, что эти партии, которые знакомы и известны каждому осетину, они останутся в памяти у тех, кто пришел сегодня на спектакль. Я надеюсь, что мы привлечем интерес вообще к творчеству великого осетинского поэта Коста Хитабурова. И вообще я очень благодарна за эту возможность показать нашу оперу осетинскую «Коста» в Мариинском театре. Это великая честь. Вчера вы показывали еще и балет. Вчера мы показывали балет, да, и работа последняя нашей балетной труппы. Спектакль прошел с успехом. Я бы здесь сказала о молодом балетмейстере осетинском Валерии Суанове с его очень интересной хореографией и исполнитель заглавной партии Дариана Грея. Это Аслан Хугаев, солист нашего балета. Он совсем молод, он очень талантлив. И я думаю, что его прочтение этого образа, неоднозначного, очень сложного психологически, тоже заставило всех сидящих в зале задуматься и, может быть, снова перечитать это произведение. Лариса Бесаловна, а планы у вас какие, учитывая то, что год назад почти уже прошел первый Кавказский фестиваль в Владикавказе, Мариинский, осень приближается, и, в общем-то, публика уже сейчас волнуется и спрашивает. Публика ждет фестиваля Мариинский. Я надеюсь, что
будет предложена очень интересная программа, и балет, и опера. Балет очень привлекает всех, потому что наш только становится на ноги, хотя уже есть несколько интересных постановок, но, конечно же, это касается не классических таких постановок, потому что больше, да, танец модерный, что-то вот такое. Но труппа очень молодая, к нам стремятся сейчас молодые кавказские танцовщики, и, может быть, вот у нас и будет возможность расширить нашу труппу, потому что есть интересные такие ребята, которые бы хотелось принять к нам в театр. Есть интересные балетмейстеры, которые предлагают свои названия. Я думаю о том, чтобы вот с ними как-то тоже у нас были отношения творческие. И я хочу сказать, что в планах у меня вот такое видение. Конечно, это классическая опера, и, конечно же, это такие композиторы, авторы, которые известны и своими постановками, своими произведениями у нас в России еще в советское время. Например, Шервани Челаев. Мне очень хочется поставить его оперу «Хаджи Мурат». Есть балеты. И вообще, мне кажется, наш Владикавказский филиал – это вот площадка для того, чтобы композиторы не только Осетии или там Кабарды, Дагестана могли свои произведения показывать и воплощать на сцене, ну и, наверное, вот все близлежащие северокавказские города. Лариса Бесаловна, за последние годы публика, и мы, в том числе Мариинский ТВ, были избалованы буквально десятками ваших работ. Это прежде всего концертное исполнение, в которых принимали участие, концертное исполнение оперы, в которых принимали участие ваши воспитанники. И это, конечно, колоссальный просто пласт репертуара, и белькантовая музыка, и итальянская, и французская, и забытая уже, казалось бы, советская опера, и совершенно современная музыка. Будет это продолжаться? И как-то встретятся вот эти два направления вашей работы? Потому что мы начинаем скучать уже. Я скажу, что репертуар театра вообще интересен. Это Маноло Леско Пуччини, опера, которая практически нигде не идет в России. Это Федора Джордано, это Агриппина Генделя. И вот несколько таких оперных произведений, которые практически забыты или вообще никогда не ставились. Сейчас мы работаем над «Аидой», постановки Алексея Степанюка. И я бы хотела сказать, что очень у нас хороший детский репертуар. Да, много новых спектаклей, народ идет с удовольствием в театр. Ну а что касается вот мероприятий творческих, сейчас в Осетии не все хорошо в культуре, скажу я так. Я уже 15 лет художественный руководитель этого театра, и мне было раньше легче. Вот теперь как-то меньше внимания. Я не знаю, может быть, потому что наш театр стал филиалом Мариинки, но фестиваль, который уже 13 раз прошел во Владикавказе, который собирает невероятное количество зрителей, меломанов. И для нас огромный шанс показывать наши новые работы. Вот как-то я должна сказать, что и трансляции, которые мы делали, пользовались большим успехом. Да, позвольте мне сказать, что вот этот фестиваль сейчас повис. И вот для меня это, конечно, очень важно продолжать его, потому что очень много вопросов и хотелось бы, чтобы он дальше жил. Но если его наши власти не будут поддерживать, то, наверное, ему будет суждено умереть. Ну, я все-таки оптимистично настроена. Я уверена, что все будет благополучно. Я не очень оптимистично настроена, видя такое вот отношение к самому, наверное, важному творческому событию, которое из года в год происходит на сцене нашего театра. Но я оптимистично очень гляжу вперед и думаю, что Маринка нас не бросит в этом плане. И все наши проекты, которые уже завоевали и признание, которые очень важны для культуры Осетии, что они будут поддержаны Маринкой. Ну, мы благодарим вас, благодарим всех участников спектакля, уверены в том, что хорошо пройдет завершение спектакля, что это будет проходить крещендо, все более активно, и очень надеемся на продолжение фестиваля и встречи с фестивалем. А я приглашаю всех в Владикавказ, в наш театр, старенький, но очень уютный, с намоленной
сценой, на которой выступало очень-очень много потрясающих артистов. Я приглашаю к нам и надеюсь, что фестиваль, который проведет Маринка осенью, будет из ряда вон выходящим по своему уровню и по тому, как будет интересовать, наверное, зрителя Северо-Осетинского то, что будет происходить на сцене. Ну и, конечно, с большой надеждой на то, что все-таки все наши интересные проекты будут продолжаться. Я уверена, что для артистов, конечно, это очень стимул выступления здесь, на этой сцене, что они приедут, вернутся домой окрыленные и с новыми силами, с новым энтузиазмом вместе с вами пойдут на покорение новых творческих вершин. Спасибо. Огромное вам спасибо и от всей души удачи и надежды на наши следующие встречи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
Арсеттан, Махисайфаттар, Магурай кушартун давдар, Мауаржун, Маюбаштун адам, Нахахтай, натых быдыртай, Амхужонный вандерней, Кам кушам, кам савам, кам бадам.
Ладжи хожан лагнамыштам, барагдар налиш сыштам, сузан нафидан на фаштаг, кадамдар махилам кормай. Еваш джирджиракаш самай, нафавам бентондер фадвандаг.
Моя любовь вас навека хранить должна. О, если бы знали, как я люблю. Мы с детства были с вами вместе, я к вам привыкла, князь, я вам доверяю. Вы самый лучший мой друг, и верю я, что наша жизнь счастливой будет. Счастный будет князь, пусть ничего не мрачнеет наши дни, пусть нас Бог благословит на день, и счастье, и покой нас осенит. Прекрасная моя, любимая моя, дождусь ли дня, когда при всех смогу женой вас назвать, своей женой. Всей жизнью я клянусь, честью я клянусь, клянусь я предков памятью святой, что пока в груди моей бьется сердце, ради вас одной буду жить, клянусь, ради вас одной, милая Анна, как счастлив я, вы со мною, люблю я вас, люблю. Спойте, очень просим, Анна. Спой нам, Анна. Хорошо, я согласна.
сердце не знает страдания, тут пусть и поет веселей. Как чудно поет она, какой душой все согрето, словно слышу в первый раз свои стихи. Кто эта девушка, кто она? Боже, это Анна, как прекрасно стала она. Остаты здесь, познакомьтесь, Варвара Григорьевна Шредерс, поэт Костаки Тагоров. Так вот вы какой поэт мятежный, мятежный Остап. Скажите, кто так чудесно пел? Анна, красавица, Анна, вот и она. Позвольте поздравить с днем рождения вашего Благодарю, Костя Иванович. Светлое, ясное счастье, жизнь вашу всю озарит, чтоб вы не век. Сегодня счастливый день. Куда день счастливый такой? Его навсегда я запомню. Я не знаю, не смею я Анна, мы вас ждем, а вы исчезли. Познакомьтесь, ровный Стратяксоров, поэт Петагоров. А вы знакомы, помните узкую дорогу там в горах? У меня отличная память, сегодня опять о вас был разговор. Начальство недовольно вами, советую остерегаться вам. Я не ищу усильных сострадания, не дорожу участием друзей, участием друзей. Я не боюсь разлуки и изгнания, предсмертных мук, темниц и цепей. Везде для всех я весть свою слагаю, везде разврат открытая, остерегаться и грудью в грудь насилие встречаю. Государство, и смело государство, российскую Славно платите с честью, я клянусь, как видно, изгнание научило мало вас. Гордыню свою не хотите вы смирить, и завтра избавимся от вас мы навсегда. Везде я песнь свою слагаю, вы оплатите, везде разврат открытая, корыстная грудью насилие встречаю. Везде вам о правде говорю.
Istan. No wachtam na bashta. Foster na aftan parkan shirt. Fjärsmal na filial na fasta. Human Rambert kan arfeizert. Охае, нежнагна был мафатары, кадма был гая агадой малам, адам фармей, казахтарны нары, хемар заищи, бантон шафт канам. Придет, иначе быть не может, моя родная Анна. Если б знали, что жду я вас, как светлую мою надежду, как солнце ясный луч. Хорошо, что пришли вы ко мне, Анна. Мы не увидимся с вами вновь, мне на рассвете в путь. Сердцем бедой чаю родной, что же случилось с вами? Расскажите, знайте, я не угоден властям, и высылают меня опять бездомным странником я снова стал. Счастья мне не найти, мимо пролетит, обречен снова я на долгое
позвать вас с собой. Жизнь ваша подвигла имя народа, ваши стихи — это совесть, от Сердцем пешим песни своей, игре час осеннего ненастья, и когда земля в цвету весна, будет счастье и несчастье, всюду я всегда с тобой. Будем ли снова вместе, сам не знаю я, придет ли тот час.
скал поднебесных, родная земля из груди твоей. Закрой моим сердцем кровавые раны, о Родина, мать. Я плачу, мне тяжко, то стонет землюку своим сыновьям, своим сыновьям. Знай сердцем завоя, о гордый поэт, наклич на престыг мой, приди ты, приди поскорей. Я знаю, я вижу, что тяжкие что-то испытания от тебя. Сын мой светлый, верю я в силу твою. Будешь лечь сердца всех людей. Ты слышишь ли, сын мой? Я слышу призыв твой. И если укрыться, решил от него, Слышу зов тревожный, твой клич боевой, Петроград. Минуты сочтены, близится ночь к концу, брежет луч зари, брежет луч на штыках. Час тот придет, верю, придет свобода, и я настрою фонтан свой для равенства, свободы, счастья и любви.
Итак, прозвучала опера Христофора Плиева «Коста» на сцене, исторической сцене Мариинского театра. Ее исполнили артисты Владикавказского филиала театра. Мы поздравляем всех с заслуженным успехом и надеемся, что это выступление станет стимулом для артистов из Осетии продолжать работу, продолжать совершенствовать свое мастерство, расширять репертуар. Я уверена, что мы с ними еще не раз встретимся. С вами, дорогие зрители, я надеюсь на встречу 14 июля. В концертном зале Мариинского театра будет выступать победитель 15-го международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского Дмитрий Маслеев. Мы услышим его сольное выступление. Я благодарю всех зрителей, которые сегодня были в этом зале. Благодарю всех зрителей, которые следили за нашей трансляцией. Благодарю своих коллег, которые эту трансляцию подготовили и провели. По традиции напоминаю, не теряйте нас, следуйте за нами.